Как работает реальная экономика? На ТНВ по понедельникам в 22:10. Бабушка на велосипеде или с палками для скандинавской ходьбы еще 3 года назад для села Нурлат из Зеленодольского района было диковинкой. Завидев на улице такую продвинутую пенсионерку, многие односельчане крутили пальцем у виска. Но сейчас перестали, говорит Ляля Назипова. Это она в татарской глубинке ввела моду на здоровый образ жизни среди тех, кому за 60. Это необходимо, чтобы наши пенсионеры были востребованы, чтобы их интересы были учтены и чтобы они не прозябали дома. Все начиналось с турпоездок по Татарстану. Потом пенсионерки решили взяться за свою физическую форму. Купили скандинавские палки, начали делать гимнастику и ходить в бассейн. Теперь в группе под названием «Молодые сердца» занимается не 30, а уже 80 нурлатских бабушек. Это все для здоровья же хорошо. И главное, не стареем, а с каждым днем молодеем. Шушы ұйышмада ери башлаганнан бирле спорт залының ишигин коя ачылганда билмидирек. Спорт залда, занятияларда тәннәребез сихәтләнә, сөякләребез йомшара. В планах Ляли Назиповой заразить ЗОЖем всех пенсионеров, а потом привлечь к здоровому движению еще и жителей соседних сел. Просить деньги у местных властей не стало, сразу в Москву. Благо технологии нынче доступны, а Ляля опытный юзер. Подала заявку в фонд грантов президента России, проект получил высокую оценку экспертов. Теперь почти 500 000 рублей Назипова планирует потратить на покупку новых велосипедов, лыж и скандинавских палок. Ведь большинство пенсионеров не могут себе позволить спортинвентарь. Пенсии на селе едва дотягивают до 10 тысяч. Часть средств пойдет на покупку сценических костюмов. Нурлатские бабушки – местные звезды. Без их участия не обходится ни один праздник. Так, глядишь, и до Евровидения дойдут. Что просто так, вот из деревушки мы можем выиграть грант, у меня, конечно, в голове не укладывалось. И когда пришло письмо на мою почту, я читала, и у меня слезы на глазах. У зеленодольского общественника Алексея Туганова вместо слез радости одно лишь огорчение. Получив 500 000 рублей на развитие дворового хоккея, Туганов в итоге отказался от гранта президента России. Начать проект он собирался с возведения новой хоккейной коробки во дворе домов по улице Загородная, где и сам живет. Старая коробка пришла в негодность. Она была построена Тугановым и его единомышленниками 14 лет назад. А тут еще выяснилось, что коробка установлена на коммуникациях. И мы хотели вот этот вот гнилой угол из старых сараек расчистить и сделать большую площадку с пластиковыми бортами. Привезли теплушку, вот эту вот, где можно переодеться, чтобы не на улице было, где можно хранить какой-то инвентарь. Новую хоккейную коробку планировали перенести подальше от трубопроводов. Но оказалось, что вся земля вокруг федеральная. А чтобы получить разрешение у Росимущества, Туганов попросил помощи у главы администрации Зеленодольского района Александра Тыгина. На что администрация сказала: вам надо, вы идите и разбирайтесь с федералами. При разбирательстве... А кто вам сказал? Тыгин. Лично сказал? В личной беседе или как это было? Да. Тыгин говорит: значит, вам нужна хоккейная коробка, значит, оформляйте землю на себя. Не могу комментировать в рамках перевода земли. Это все-таки находится не в моей компетенции. А в чьей? Наверное, руководитель палаты земельных и имущественных отношений лучше сможет ответить. Я не могу сказать, какая там процедура перевода земель. Но был найден определенный, момент. Администрация района готова была ходатайствовать Росимуществу на то, чтобы они все-таки приняли положительное решение. Но как Туганов может оформить землю на себя, если он, как председатель территориального общественного самоуправления, получает зарплату всего 10 тысяч рублей в месяц? Так что в ближайшее время хоккейную коробку на улице Загородная придется демонтировать. Потом будет негде играть, если уберут. А дети куда деваться? Вот в эти дома, которые сносят. Куда им садиться, где им быть? Туганов за счет гранта президента России планировал реанимировать дворовой хоккей в Зеленодольске, потому как для города демонтаж коробок – отработанная процедура. Еще 2 года тому назад их было 14, сейчас только 7. Нет коробки во дворе 2 общежитий на улице Тукая, не заливают лед во дворе дома номер 9 по улице Засорина. 2 года назад администрация района предложила жителям домов содержать хоккейные коробки за свой счет, но зеленодольцы отказались. Люди обращаются: просим вас не заливать эту коробку, потому что там играет футбол и получает травмы.
Такие же письменные заявления мы получаем от тренеров некоторых спортивных школ о том, что нам проще не на коньках здесь с детьми заниматься, а заниматься общей физической подготовкой. Опять же, футбол играя на этих площадках. Как отметили в администрации Зеленодольского района, нынешней зимой будут залиты льдом только 4 хоккейные коробки. Еще 3, очевидно, отданы под зимний мини-футбол. Этого достаточно, считают чиновники, потому как кататься на коньках зеленодольцы могут и в местных спорткомплексах в строго отведенные часы. 100 рублей за вход, 50 за аренду коньков. Вот она, доступность любительского спорта. Кстати, в минувшую среду в Казани на отраслевом форуме «Инвестиции в спорт» перед чиновниками поставили цель – в ближайшие годы привлечь к занятию спортом 55% россиян. Ну, это, конечно, возмутительно. Глава администрации должен быть заинтересован в том, что у него в городе или в селе будет развиваться физкультура и спорт, да еще с привлечением активных людей и гранта президента. Поэтому мы обращаемся к главе Зеленодольска. Ну, прекратите вы препятствовать развитию зимних видов, летних видов в своем городе. Поддержите инициативных людей. Если вам нужна помощь, мы вас поддержим. Мы обратимся к президенту республики с просьбой разобраться в этом вопросе, дать поручение Министерству спорта Республики Татарстан обратить внимание на этот вопиющий случай. В том, что зеленодолец Туганов сумел бы реализовать в своем городе проект развития дворового хоккея, сомнений нет. В прошлом году он уже выигрывал грант президента России по очистке пригородного леса от мусора. И его проект под названием «Санитары леса» получил самую высокую оценку московских экспертов. Туганов отчитался за каждую потраченную копейку. И на следующий год он продолжит этот проект уже собственными силами. Вот только как быть с поставленной задачей по привлечению граждан к занятию спортом? В Зеленодольском районе, очевидно, повышать статистику будут за счет нурлатских бабушек. Впрочем, тема развития спорта среди пожилых граждан в тренде в свете последних пенсионных реформ в России. Елена Горбунчикова, Андрей Мохов, 7 дней. Черное озеро. По будням в 21:00.